Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о неудачной попытке угона «Лады» 15-й модели в поселке Новая Сосновка. Ну, ее увидели 8 часов утра, ну и сфоткали, и в группу скинули. Злоумышленник бросил машину во враге. Покажем последствия аварии на пересечении улиц Челюскина и Белинского. Один человек в больнице. Повалил пенсионерку на землю, отобрав у нее продукты и деньги. Полицейские, прибывшие по месту проживания злоумышленника, не застали его дома. Поэтому для задержания подозреваемого его приметы были переданы всем наружным службам. Как стражи порядка вышли на его след? Об этом и не только. Прямо сейчас. Страшная авария унесла жизнь 3 человек сегодня днем в Зеленодольском районе. По предварительным данным, на 14-м километре автодороги Сафоново-Помары водитель «Лады Гранта» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Скания». В результате аварии водитель легковушки, а также его 41-летний и 29-летний попутчики скончались на месте происшествия. Житель поселка Новая Сосновка едва не лишился своего автомобиля. У него угнали «Ладу» 15-й модели. Вот только далеко уехать злоумышленник не смог. Машина провалилась во враг в том же поселке. Впрочем, хозяин машины уверен, что и без аварии угонщик бы не доехал до нужного пункта назначения. Почему, знает Нафиса Минязова. Ну, ее увидели 8 часов утра, ну и сфоткали, и в группу скинули. Об угоне своего автомобиля хозяин «Лады» Айрат узнал из социальных сетей. Искать долго машину не пришлось. Судя по всему, злоумышленник не справился с управлением и угодил на легковушке во враг. Дом находится возле леса, и это, можно сказать, весьма безлюдное место, поскольку все жители находились на самоизоляции. Поэтому злоумышленнику машина, припаркованная у ворот, показалась легкой добычей, и он решил осуществить свой коварный план. Проехать угонщик смог только буквально пару сотен метров в поселке, а затем угодил в ловушку. Правда, владелец машины считает, что завершить задуманное до конца злоумышленник не смог бы в любом случае. А у меня бензин там не было, похоже, далеко не смогли уехать. Эксперты сняли все отпечатки пальцев с машины. Правоохранителям предстоит осмотреть все близлежащие камеры видеонаблюдения. Возможно, им удалось зафиксировать угонщика. По результатам проверки, вероятнее всего, будет возбуждено уголовное дело. В этом случае владелец автомобиля сможет предъявить финансовые претензии злоумышленнику. Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. 60-летний мужчина погиб на пожаре в бревенчатом доме в селе Малая Бугульма в Бугульминском районе. К моменту приезда пожарных строение было полностью охвачено огнем. Им потребовалось чуть меньше получаса, чтобы справиться с открытым горением. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили тело 60-летнего мужчины. Также пострадал и 35-летний татарстанец. Он получил ожоги кистей рук, но от госпитализации отказался. Причины трагедии устанавливаются. А из ночного пожара в Зеленодольске огнеборцы спасли 31 человек. Огонь охватил подвал пятиэтажки по улице Гастелло. Из-за густого и едкого дыма люди не могли выйти на улицу. 26 жильцов вывели на свежий воздух по лестничной площадке. Еще 5 людей сняли с балконов с верхних этажей. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Водитель «Лады Калина» протаранил ограждение на улице Кулахметова. По предварительным данным, за несколько секунд до этого мужчина решил проверить, насколько хороша тормозная система легковушки. Была и другая причина. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, автомобилист имеет признаки алкогольного опьянения. Что было дальше, расскажет Айгуль Бадруддинова. Вы не пострадали? Он не был там. Не был? А кто был за рулем? Это владелец отечественного автомобиля. Пожилой мужчина, по рассказам его супруги, за рулем в момент аварии не был, так как соблюдал дома режим самоизоляции. Выйти на улицу его заставил звонок полицейских. Мужчине рассказали, что его сын в нетрезвом состоянии протаранил забор на машине пенсионера. Наезд на ограждение произошел на улице Кулахметова. По предварительным данным, водитель «Лады» решил проверить тормозную систему легковушки. И проверил. Вот только тест-драйв он провалил, и машина, вылетев с дороги, снесла металлические конструкции. Инспекторов же вызвали на место очевидцы, которые заподозрили мужчину в нетрезвом вождении. В этом убедились и сотрудники ГИБДД. Экспресс-тест на алкоголь подтвердил, мужчина выпил спиртное перед тем, как сесть за руль. Легковушку эвакуировали. Выяснилось, что мужчина управлял автомобилем, не имея на то прав. Страховка была оформлена только на владельца. Мужчине грозит лишение водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 000 рублей. Айгуль Бадруддинова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112.
Серьезная авария произошла этим утром на пересечении улиц Челюскина и Белинского. Столкнулись Hyundai Solaris и Kia Rio. Водитель последний после аварии чувствовал себя плохо. Его срочно госпитализировали с места происшествия. Айрат Назипов узнал подробности. Госпитализации потребовалось водителю Kia Rio. Мужчина чувствовал боль в шее. Еще одна карета скорой помощи приехала ко второму участнику ДТП. Он в гранте сидит. Впрочем, второй автомобилист от госпитализации отказался. Он не получил серьезных травм. На перекрестке улиц Челюскина-Белинского водитель такси снес Kia. В результате у Hyundai была разбита вся передняя часть, а у другой корейской иномарки серьезно поврежден правый бок. Обе машины затруднили движение другим автомобилистам. Кто на какой сигнал светофора выехал на перекресток, сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. Айрат Назипов, Наиля Абдуллин, вызов 112. Забил до смерти. В Чистопольском районе задержали 21-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве своего младшего брата. Трагедия произошла в городе Чистополь. По версии следствия, предполагаемый злоумышленник избил кирпичом своего 19-летнего родственника, который до этого спал на диване. Потерпевший получил множественные ранения и спустя несколько часов скончался в больнице. Подозреваемый скрылся, но спустя несколько часов был задержан. Причастность к совершению преступления он признал частично и пояснил, что причиной убийства послужил конфликт с родственниками. При этом орудие преступления он приготовил еще за несколько месяцев до совершения преступления. Закрыл свой павильон на замок и самоизолировался. А когда решил проверить сохранность имущества, увидел, что замок сорван, а товар пропал. 45-летний предприниматель, владелец торговой точки на одном из казанских рынков, обратился в полицию с заявлением о краже солнцезащитных очков и более 60 пар перчаток, предназначенных для продажи. Причиненный материальный ущерб он оценил в 19 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные установили личность и задержали подозреваемого. Мужчина не стал отрицать своей вины и сознался в содеянном. Кроме этого, он признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения в момент совершения преступления. Сотрудники полиции вернули похищенное имущество законному владельцу. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Отобрал у 80-летней пенсионерки еду и деньги, оставив ее лежать на земле. Полицейские Казани задержали 32-летнего жителя по подозрению в грабеже. Мужчину узнал местный участковый. В ноябре прошлого года он раскрыл кражу кабелей в подъезде жилого дома по улице Файзи. Оказалось, что нападавший и предполагаемый вор – одно и то же лицо. Обо всем по порядку. Рамиль Шайдуллин. Утро выходного дня пожилая женщина только вернулась из магазина вместе с продуктами, но дойти до квартиры не успела. Возле подъезда дома по улице Файзи на нее напал неизвестный. Он вырвал сумку с продуктами и кошельком, после чего 80-летняя пенсионерка оказалась на земле. С места происшествия нападавший сбежал. Общая сумма причиненного материального ущерба составила больше 6 тысяч рублей. При просмотре записи с камеры видеонаблюдения участковый узнал подозреваемого. Оказалось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу кабеля в одном из домов на улице Файзи. В ноябре прошлого года подозреваемый неоднократно срезал кабели в подъезде жилого дома. 6 раз удачно, а 7-й уже нет. Тогда поймать мужчину удалось местному участковому Зульфату Нутфулину. Когда я поднимался, открывая дверь, заметил молодой человек, который подозрительно себя вел, при этом держал в руках черный пакет. В отношении предполагаемого вора возбудили уголовное дело по статье «Кража». Его отпустили под подписку о невыезде. Суда по делу еще не было. Узнав, что преступление совершил тот же самый мужчина, полицейские пришли к нему в квартиру, но хозяина жилища там не оказалось. 32-летнего мужчину по горячим следам задержали во время патрулирования. Он оказал сопротивление полицейским и впоследствии был доставлен в отдел полиции. В отношении казанца составлены административные протоколы по части 2 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, неповиновение законному требованию сотрудника полиции. В отношении подозреваемого назначено наказание в виде административного ареста. Кроме того, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, вызов 112.
Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.